Президент Украины лично приехал в Одессу представлять нового главу обладминистрации. На смену Михаилу Саакашвили пришел Максим Степанов. Людина, яка має дві вищі освіти. Человек, у которого 2 высших образования. Человек не новый в Одесской области. Есть опыт работы в качестве первого заместителя главы обладминистрации. Человек, который настроен тут работать, а не ездить по заграницам. Тут працювати, а не їздити по закордонах. Нелестно отозвался президент и о команде Саакашвили. Она работала неэффективно. Выделяемые на реформы средства освоить не смогла. 30% коштів 30% средств, выделенных государством, с кровью оторванных от других регионов, от плательщиков налогов и направленных в Одессу. То тендер не организовали, то подрядчика не нашли. Саакашвили назвал выступление президента ложью. А в первый рабочий день нового губернатора закрылся Центр обслуживания граждан. Это была гордость Саакашвили. Сотрудников не пускают на работу. Делается все, чтобы показалось, что мы работаем плохо. Делается все, чтобы показать, что мы несостоятельны. Наша команда несостоятельна. Позицию Саакашвили разделяет и одна из его ближайших соратников в Украине – Соломея Бобровская. Она руководила областью после ухода грузинского реформатора. Считает, речь Порошенко – месть Саакашвили. У него была площадка передать привет Михаилу, но для нас это было большое унижение. Потому что, унизив нас, он унизил себя. Мы были его лицом в области. Он нас представлял, он нас назначал. Новые назначения свидетельствуют. Одесскую область вновь отдают олигарху Игорю Коломойскому. Представленный губернатор – кум Игоря Палицы, бизнес-партнера Коломойского. Он представлял область до прихода Саакашвили. Одновременно сменилось руководство и Одесской киностудии. Ей будет управлять подконтрольная олигарху группа компаний «1+1». Палица также остался в хороших отношениях с действующим одесским мэром Геннадием Трухановым. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса.